Итоги 33-го международного оперного фестиваля имени Максима Дормидонтовича Михайлова, фестиваля национальных театров имени Веры Кузьминой-Чегещ и Дня чувашской вышивки подвели на еженедельном совещании в Доме правительства. 300 мероприятий, посвященных Дню чувашской вышивки, более 6 тысяч участников. В Национальном музее до сих пор работает выставка «Сохраненная красота», где представлены элементы чувашской одежды и быта из собраний Российского этнографического музея. Презентовали 2 книги альбома «Вышитая Россия» и альбом-каталог «Чувашская вышивка. Свадебные платки и покрывала» из собраний Российского этнографического музея. Подвели итоги межрегионального конкурса вышивальщиц «Живи узор чувашский». Впервые прошла акция «На работу с вышивкой». Наибольшей популярностью пользовалась акция, которая была инициирована главой Чувашии. Это день на работу с вышивкой. Практически все органы исполнительной власти, местного самоуправления, сотрудники учреждений, спортивных, медицинских организаций пришли на работу в этот день, украсив свои рабочие костюмы элементами чувашской вышивки. Широкую популярность мы видели, что она получила в социальных сетях различных. Все с удовольствием публиковали фотографии. И я думаю, что акция получит свое продолжение и на следующий год. Также в честь векового юбилея артистки Советского Союза, лауреаты Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Веры Кузьминой в республике провели ряд мероприятий. В ТЮЗе тележурналист-поэтесса Марина Корягина представила авторский фильм «Мать», посвященный народной артистке Советского Союза. В день рождения Веры Кузьминой, 16 ноября, по улице Дзержинского, 31, где она жила, открыли мемориальную доску. Самое крупное мероприятие, которое станет, мы рассчитываем, хорошей традицией, это проведение на высоком организационном уровне фестиваля национальных театров. И этот фестиваль уже носит имя Веры Кузьминой. Организатором фестиваля выступило правительство Чувашской республики и Чувашский академический драматический театр. Мероприятия прошли с 17 по 22 ноября на площадке Чувашского драмтеатра и театра кукол. В фестивале приняли участие коллективы профессиональных национальных театров из Республики Калмыкия, Башкирия, Мариэл, Крым, Татарстан и Республики Азербайджан. Очень важно было то, что представители различных национальностей могли увидеть спектакли на своем родном языке. И благодаря указу главы Чувашии теперь этот фестиваль у нас будет проводиться раз в 2 года. Фестивальные спектакли за это время посетило порядка 2500 человек. В Чувашии также прошел 33-й международный оперный фестиваль имени Михайлова. Его посетили порядка 3000 человек. Открылся он концертной программой «Парад басов». Одним из самых ярких мероприятий фестиваля стала премьера космической оперы «Главный вопрос» Сагдиева. Впервые Чувашский государственный театр оперы и балета показал спектакль с участием робота-артиста. Спектакли и концерты были доступны по Пушкинской карте, отметила Светлана Каликова.